Далее о культуре. 10 приглашенных солистов и 2 дирижеров будут трудиться над тем, чтобы приблизить сложный и вполне осязаемый мир творчества Софии Губайдуллиной к публике, пришедшей, чтобы приобщиться к современной музыке. В Казани открылся 4-й международный фестиваль «Конкордия», где в течение 4 часов вечеров прозвучат неисполняемые в нашем городе сочинения композиторов 20-го столетия. О том, как меняется публика с движением фестиваля, в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. На фестивале «Конкордия» всегда звучат произведения тех авторов, которые, возможно, и росли в одно и то же время, но обладают совершенно одинаковым полярным способом существования. Что может, например, объединить Евгения Светланова и Софию Губайдуллину? Специалисты находят ответ. Именно этот фестиваль, учрежденный Государственным симфоническим оркестром Татарстана и маэстро Сладковским, стал катализатором зрительских вкусов и платформой для восприятия неоднозначной музыки. Впрочем, неоднозначной для кого? Музыкантов, не видящих никаких препятствий в ее исполнении, или зрителей, поглощающих весьма нелегкие и гармоничные звуки, находясь в весьма комфортном расположении духа. С публикой намного сложнее. Это такая субстанция, менее поддающаяся какой-то оценке, но я вижу, что мы растем вместе, и это самое, наверное, важное. В «Конкорде» прозвучат сочинения самой виновницы торжества. Это инфернальная тревожная сказка или впервые исполняемые в Казани концерты Давида Кривицкого, Александра Пахмутовой или Евгения Светланова. Таким почти что мистическим способом эти авторы встречаются в Казани. Что касается Светланова, он преображает этот мир, эту суровую действительность 20 века, он ищет в ней зерна мелодичности, он ищет исконную нашу традиционную русскую песенность. И вот в этом отношении встреча этих 2 композиторов фактически одного времени, современников, скажем так, нам может дать очень интересный результат. Впервые исполняемые – это и проверка на особую чуткость зрителей, и налаживание мостов с публикой. Это как, знаете, прийти в ресторан и попробовать новое блюдо. Это же интересно, ты же не волнуешься, когда тебе приносят что-то непонятное на тарелке, когда ты знаешь, что ты в хорошем ресторане находишься. Мир Губайдуллиной разгадывать можно бесконечно. Сама же композитор перед проведением фестиваля закрыта, и этому тоже есть объяснение. Она знаки только принимает свыше, а подавать она, это для нее суета. Я ее очень хорошо понимаю и даже не, как вам сказать, я даже не делаю попыток ее потревожить, потому что это совершенно бессмысленно. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».